Слово для выступления предоставляется Османалиевой Айнуре Мусаевне. Доброе утро, уважаемый Конституционный суд, уважаемые участники сегодняшнего судебного заседания. Основанием для обращения с ходатайством явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли пункт 7, часть 7 статьи 216 Гражданского процессуального кодекса ряду статей Конституции Кыргызской Республики, которые были озвучены судьей-докладчиком. Таким образом, предметом сегодняшнего рассмотрения является Гражданский процессуальный кодекс, который был принят 2 февраля 2017 года в соответствии с установленным законодательством, внесен в Государственный реестр нормативных правовых актов и является действующим. На противоречие, вот я хочу остановиться отдельно, каким статьям Конституции я ставлю вопрос о проверке конституционности. В первую очередь это части 1 и 2 статьи 6 Конституции, которые говорят о том, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Конституционные законы и другие нормативные акты принимаются только на основе Конституции. Кроме того, части 1 и 2 статьи 61 Конституции предусматривают, что каждому гарантируется судебная защита его прав, свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. И каждый вправе защищать свои права и свободы, а также обеспечивать восстановление нарушенных прав всеми доступными способами, не запрещенными законом. Также я считаю, что оспариваемая норма противоречит и статье 97 Конституции, которая говорит о том, что каждый вправе оспорить конституционность закона и иных нормативных правовых актов, если считать, что ими нарушаются права и свободы, признаваемые Конституцией. По сути, в своем ходатайстве я ставлю вопрос вот этого рассмотрения на предмет и проверки конституционности дискреционного права суда в случае, когда поступает запрос либо ходатайство одной из сторон в Конституционный суд, и Конституционный суд принимает к своему производству данное ходатайство либо запрос судьи, и в данном случае у суда общей юрисдикции возникает в соответствии с 216 статьей Гражданского процессуального кодекса дискреционное право, когда он может по своему усмотрению, руководствуясь внутренним убеждением, приостановить производство по делу, либо отказать в его приостановлении, это его право. Так говорит Гражданский процессуальный кодекс, который регламентирует это. По сути, и я ставлю вопрос о том, что вот это право по усмотрению суда, да, а не обязанность, нарушает и ограничивает право, конституционное право в данном случае граждан на доступ в данном случае к конституционному правосудию и на возможность рассмотрения, если уже принято дело к производству Конституционным судом, ходатайства, его обращения, да, физического лица Конституционным судом. Поскольку во многих случаях я достаточно давно уже работаю с гражданским судопроизводством, и на моей практике встречались случаи, когда судьи по своему усмотрению иногда приостанавливают производство по делу, иногда не приостанавливают, ссылаясь на как раз-таки вот эту часть и статью 216 о том, что это право суда, но не обязанность. В этой связи возникает неопределенность, насколько это соответствует и не нарушает конституционные права граждан. Что в данном случае именно по части доступа к правосудию говорят на международные документы? Все мы знаем Всеобщую декларацию прав человека, которая принята Генеральной Ассамблеей ООН. В этой декларации говорится, что каждый имеет право на эффективное восстановление в признанных государством компетентных и национальных судах в случаях его нарушения его основных прав, которые предоставлены ему Конституцией и законами. Также у нас есть, как вы знаете, Международный пакт о гражданских и политических правах, который тоже самое говорит о том, что каждый имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено
судом, ну, также и вышестоящей инстанцией, если это необходимо, да, и каждый имеет право на справедливое публичное судебное разбирательство компетентным судом, независимым, беспристрастным, созданным на основании Конституции и законов. И вот таким образом Организация Объединенных Наций, а Кыргызстан является членом ООН, признала доступ к правосудию как основной принцип верховенства права, и в отсутствии доступа к правосудию люди не в состоянии добиться того, чтобы их голос был услышан, чтобы они защитили свои права, восстановили и как-то, значит, вели борьбу с нарушениями их прав и могли реабилитироваться. Вот. В этой части достаточно много и других международных документов и регионального характера в рамках СНГ, которые говорят о том, что регламентируют, значит, исключительное право индивида на доступ к правосудию. И такое право не может быть ограничено законами или подзаконными актами. Суть вопроса также заключается в чем? Я считаю, что вышеприведенные конституционные нормы, вот те, которые, на соответствие которых я ставлю вопрос о проверке конституционности, они в системной взаимосвязи образуют и гарантируют право каждому на судебную защиту. И вот при этом право на судебную защиту в Конституционном суде не ограничивается лишь правом подачи. Я не думаю, что это ограничивается только правом подачи в Конституционный суд. Когда, допустим, в ходе судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве обращающая сторона, ну, это может быть и истец, и ответчик, значит, усмотрела и увидела неопределенность о соответствии той или иной нормы закона, в данном случае мы говорим о нормах материального права, увидела, что есть какая-то неопределенность, она имеет право обратиться в Конституционный суд с ходатайством о проверке конституционности того или иного нормативного правового акта, части или пункта или статьи. Да? Но в данном случае вот это обращение, вот это право на судебную защиту в Конституционном суде, оно не ограничивается только обращением. Оно предполагает, что полную реализацию на судебную защиту предполагает, что если суд посчитал обоснованным данное ходатайство, соответствующим всем критериям приемлемости и принял к своему производству, то, соответственно, у лица возникает право на рассмотрение, уже полноценное рассмотрение его ходатайства в Конституционном суде в соответствии с законом. Ну, законом в данном случае о Конституционном суде Кыргызской Республики. И это право, оно должно быть реализовано в полной мере, тогда как я считаю, что неприостановление судебного разбирательства в последующем нарушает право гражданина, который обратился, допустим, с данным ходатайством в Конституционный суд и просит суд общей юрисдикции приостановить. Право на справедливое судебное разбирательство, в данном случае его обращение высшим органом конституционного контроля, высшей судебной инстанции, это Конституционным судом. Поэтому я считаю, что здесь должна быть обязанность суда, а не право приостанавливать такого рода производство по делу. Кроме того, в случае, если когда-либо возникают сомнения, что применяемая в ходе судебного разбирательства норма или подлежащая применению противоречит Конституции, суд обязан приостановить именно до вынесения рассмотрения дела по существу, а не уже как-то после, либо после того, как Конституционный суд рассмотрит, и в случае, если будет признана та или иная норма нормативно-правового акта, противоречащей Конституции, то есть это повлечет последующий пересмотр и достаточно как бы такие последствия затяжные для лица, чье право нарушено будет. И как бы я считаю, в этой части было бы намного правильнее, чтобы это было не правом, а обязанностью. Также, вот как справедливо было отмечено в определении Конституционного суда о принятии к производству моего ходатайства, защита конституционных прав граждан в Конституционном суде, она входит также в состав целостной системы судебной защиты прав свобод человека. И я вот считаю, что механизм конституционного судопроизводства, он связан с другими элементами судебной защиты прав свобод, другими видами судопроизводства. И вот
поскольку это два вида судебного производства, конституционное и гражданское судопроизводство. Значит, здесь с точкой соприкосновения данных видов судопроизводства существует институт приостановления производства по гражданскому делу в связи с обращением его участников в Конституционный суд, либо в связи с запросом судьи. Но если с запросом судьи самостоятельно, когда он обращается в Конституционный суд, проблем меньше, чаще всего суды общей юрисдикции приостанавливают такого рода производство по делу, поскольку это находится непосредственно у судьи в производстве, то проблема больше возникает с реализацией права на судебную защиту граждан, которые самостоятельно в ходе разбирательства обращаются параллельно в Конституционный суд и просят в данном случае суды общей юрисдикции приостановить производство по делу. В данном случае взаимосвязь конституционного и гражданского судопроизводства в этом вопросе обусловлена использованием лицом для своей защиты одновременно и конституционного, и гражданского судопроизводства, разница в использовании которых объединяется способом нарушения защищаемых прав. Конституционное судопроизводство направлено на защиту от нарушений на нормативном уровне правового регулирования общественных отношений, а гражданское судопроизводство и гражданский процесс в целом призван защищать права человека в плоскости фактических правоотношений, потому что мы все знаем, что там рассматриваются вопросы фактов, обстоятельств и так далее, конкретных судебных дел. В случае использования лицом для защиты своих прав одновременно двух видов судопроизводства, в данном случае конституционного и гражданского, может возникнуть и возникает чаще всего конкуренция способов судебной защиты, которая чревата вынесением судами одновременно разного по одному и тому же вопросу, разного судебного решения и с противоположным содержанием и правовыми последствиями, и поэтому средством предотвращения вот такого рода коллизии между решениями вынесенными, да, и также способом обеспечения конституционного права на доступ к правосудию должно быть как раз-таки возможность использования этого института приостановления судопроизводства в судах общей юрисдикции. Отсюда и само по себе вот это вот, для чего это вводилось законодателем, я считаю, чтобы не допустить каких-либо отрицательных последствий применения неконституционных норм в последующем судами общей юрисдикции. Применительно к запросу суда это правило должно быть также единым. Суд должен воздержаться от применения норм законов, которые им же, этим же судом поставлены с вопросом на проверку конституционности. И с обращением гражданина представляется то же самое, аналогичная ситуация. Принятие жалобы к рассмотрению свидетельствует о наличии, значит, основания, которым является неопределенность в вопросе соответствия Конституции. И поскольку поставлено под сомнение конституционность нормы принятием к обращения к производству, то суды, в чем производстве находится дело, по ходатайству, в данном случае заявитель, должны воздержаться от применения оспариваемых норм, чтобы предотвратить в последующем последствия вот эти негативные от применения, в случае, если они будут, конечно, признаны неконституционными, неконституционных норм, законов или нормативных правовых актов. Таким образом, принятие производства обращения о проверке конституционности НПА должно автоматически, я считаю, повлечь за собой приостановление гражданского процесса до окончания рассмотрения дела Конституционным судом и вынесения решения. Независимо это будет по ходатайству обращающей стороны, либо по запросу суда. Если мы посмотрим практику, то у меня в частности в 2017 году была ситуация, когда не приостановление производства по такого рода гражданским судопроизводствам, когда я обращалась в Конституционный суд, на тот момент тогда палата была, создавало больше проблем, чем приостановление, потому что после рассмотрения Конституционным судом, когда признавалась та или иная норма закона, противоречащая Конституции, в последующем мне приходилось заново обращаться в суды, пересматривать, это больше занимало времени, и чаще всего права моих доверителей
тех лиц, которых я представляла, они уже на момент очень сложно было восстановить, последствия были, потому что вы знаете, что по вступлению в силу решения суда оно передается на исполнение. И уже вот этот вот поворот исполнения достаточно сложно было начинать активизировать, потому что достаточно много правовых юридических действий производилось как и органами исполнительного судопроизводства, исполнения судебных актов. И вот я считаю, что приостановление производства по гражданскому делу в связи с принятием обращения в Конституционный суд должно являться обязательным основанием, так же, как и направление запроса суда для приостановления производства по делу. Значит, еще на что я хочу обратить внимание Конституционного суда. Буквально совсем недавно Конституционный суд принял замечательное решение 30 ноября 2022 года. И я на днях готовилась к данному судебному разбирательству, и я отметила для себя несколько правовых позиций, которые, я считаю, можно применять в контексте того, что доступ к конституционному правосудию, он должен быть абсолютным. И это право не может быть ограничено законами, кодексами и так далее. Правовая позиция Конституционного суда, выраженная в решении от 30 ноября 2022 года, говорит о следующем, что в государственном правовом механизме обеспечение прав и свобод человека и гражданина, реализация права на судебную защиту выступает стержневым элементом, от которого зависит действительность всех других прав и свобод, гарантированных Конституцией. И поскольку именно посредством обращения в суд возможно реальное восстановление тех или иных нарушенных прав, соответственно, конституционное право на судебную защиту резонно входит в перечень фундаментальных прав человека и гражданина, не подлежащих какому-либо ограничению. Закрепленное в Конституции право на судебную защиту конституционно связывает государственную власть, всю систему публичной власти обязанностью создания механизмов, которые гарантируют беспрепятственное пользование каждым обозначенным правом. При этом ключевым содержанием данного права является доступность правосудия, означающая недопустимость принятия норм, блокирующих доступ граждан к правосудию. Не имея реального доступа к правосудию по какому-либо вопросу, лицо не может реализовать в полной мере свое конституционное право на судебную защиту. Причем лица, нуждающиеся в судебной защите, должны иметь возможность обращения в суд по любому вопросу, если только они сами не откажутся от этого права. И также есть выраженная в этом же решении позиция правовая о том, что не все принимаемые, к сожалению, не все принимаемые законодателем нормативные правовые акты обладают достаточной степенью определенности. Их несовершенство, размытость отдельных формулировок приводит к тому, что правоприменители самостоятельно пытаются найти выход из сложившейся ситуации, тогда как применение норм права в точном соответствии с буквой и духом закона имеет ключевое значение и является гарантией обеспечения режимов законности в стране. И таким образом, конституционное право на судебную защиту есть гарантированное государственное право каждого в установленном законном порядке требовать от суда, как от органа правосудия, обеспечения субъективных прав посредством рассмотрения разрешения своего дела в зависимости от его судебной подведомственности, посредством конституционного, гражданского, уголовного или административного форм судопроизводства. И здесь также выражена была позиция о том, что главенствующее место в судебной подведомственности занимает конституционный контроль, предназначенный обеспечить юридическое верховенство, в первую очередь, Конституции в системе нормативных правовых актов, тем самым достичь незыблемости общественного и государственного строя, который закреплен в основном законе страны, стабильности правового статуса личности, неуклонного выполнения конституционных требований всеми субъектами права. И специфическая контрольная функция, которая направлена прежде всего на обеспечение иерархической соподчиненности Конституции всех актов, носящих нормативный правовой характер, позиция Конституционного суда по определению пределов конституционного контроля является решающей и должна охватывать сферу нормотворчества сверху и донизу, независимо от законодательных определений. Поэтому, руководствуясь позицией Конституционного суда, выраженной в решении, в этом решении я считаю, что главенствующую роль все-таки играет конституционное судопроизводство. И если Конституционный суд принял уже к производству запрос судьи, либо ходатайство
физического лица, то, естественно, все другие виды судопроизводства должны быть приостановлены. Так, ну, если также еще углубляться, то можно говорить о том, что вот эта норма, она... Сейчас еще хотела бы остановиться, но прежде чем к принципам соразмерности и пропорциональности. Я сделала небольшой как бы такой обзор исторический, как менялась данная статья 216 Гражданского процессуального кодекса вообще с момента принятия Гражданского процессуального кодекса, ну и до сегодняшнего дня. В Гражданском процессуальном кодексе 1999 года у нас была обязательность приостановления судопроизводства в случае, если поступило обращение в Конституционный суд, это была безоговорочная норма, там не было никакого усмотрения суда. В 2017 году был принят, как вы знаете, Гражданский процессуальный кодекс новый, и вот в этом кодексе уже появилось очень противоречивые две друг другу статьи, 215 и 216. Причем 215 она регламентирует обязанность суда приостановить производство по делу. В этой статье существует пункт 5, существовал на момент в 2017 году принятия, который говорил о том, что обнаружение судом неопределенности в вопросе о соответствии закона или иного нормативно-правового, подлежащего применению в данном деле вопроса Конституции и направления по этому делу запроса, оно, значит, влечет автоматически обязанность это суда приостановить производство по данному делу. И 216 статья, которая вносила сумбурность в этот вопрос, она говорила о том, что и по сегодняшний день эта норма существует, которую я оспариваю. Суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу в данном случае вот и оспариваю получение уведомления Конституционной палаты Верховного суда, до сих пор палаты, о принятии конституционного закона, примененного или подлежащего применению при разрешении дела. Что происходит после 2017 года? 17 мая вносятся поправки в 2019 году, такие корректировочные. И уже после этого выносится 11 апреля 2020 года поправки, которые признают утратившей силу пункт 5 части 1 статьи 215, где была обязанность приостанавливать производство по делу в случае оспаривания в Конституционной палате, до сих пор написано было, вопроса о соответствии того или иного нормативного акта Конституции. Вот эта обязанность, она подается на утрату, остается только право, потому что была достаточно противоречивая правоприменительная практика в судах. Адвокаты ходатайствовали о приостановлении, в каких-то случаях суды руководствовались 215 статьей и ссылались на свою обязанность, приостанавливали производство по делу, а в каких-то случаях суды ссылались и применяли статью 216, которая говорит о том, что это право суда, и суд может не приостановить. И вот эта противоречивая правоприменительная практика привела к тому, что, я так понимаю, что законодатель внес изменения и поправки и исключил обязанность суда приостанавливать, оставил только право суда. Осталась только у нас 216 статья, да, в данном случае, пункт 7. И по сей день, на сегодняшний день еще было там несколько поправок принято, но по сей день это остается правом суда. Таким образом, мы видим, что если посмотреть вот эту историческую справку, как изменялась эта статья, это изначально было обязанностью суда, право, а не правом. В последующем было и право, и обязанность в 2017 году, а в конце, уже в 2020 году, когда внесли изменения в ГПК, это стало только правом, что, я считаю, не совсем соответствует и противоречит нормам Конституции, поскольку это не должно быть никак правом. Кроме того, я усматриваю для себя здесь также и элементы и коррупционного риска, поскольку вот это вот полномочие по своему усмотрению, в каких-то случаях дело приостанавливается, в каких-то нет, и причем это зависит от характера дела, от общественного резонанса и так далее. То есть я замечала в своей практике и также у коллег,
адвокатов, когда, если это дело приобретало там какой-то общественный резонанс, то и последовало обращение в Конституционный суд, то суды общей юрисдикции приостанавливают. Но в каких-то обычных таких бытовых делах, гражданских спорах, когда оспаривалась та или иная норма нормативного правового акта, чаще всего суды ссылались на свое право и на статью 216 и не приостанавливали. И вот это вот на сегодняшний день существующая до сих пор противоречивая правоприменительная практика, я считаю, что она, вот эта проблема неопределенности в самом кодексе, она порождает нарушение конституционных прав граждан на доступ к справедливому, в данном случае конституционному судопроизводству, и возможность рассмотрения, окончательного рассмотрения Конституционным судом, приостановление возможность приостановления своего рассмотрения дела в судах общей юрисдикции до окончания рассмотрения Конституционным судом обращения либо запроса. Что касается, вот, кстати, хотела обратить внимание, запроса, то статья 216 говорит сейчас, на сегодняшний день, только в случае, если есть уведомление о принятии, и в случае, если суд направил запрос. То есть даже исключилось уже на сегодняшний день право граждан на, ну, в данном случае ГПК вообще умалчивает о том, что есть право граждан на обращение в Конституционный суд, есть право граждан на ходатайство о приостановлении. То есть вот с момента изменения вот этой нормы несколько раз, в итоге получается так, что даже на сегодняшний день отсутствует по ГПК, отсутствует и право и основания как для приостановления в случае, если обращается физическое лицо, там, истец или ответчик с ходатайством в Конституционный суд. Только остается у нас запрос суда, что не совсем правильно, я считаю, поскольку субъекты обращения, у нас очень широкий круг субъектов обращения в Конституционный суд, и это право в первую очередь гарантированное, регламентированное 97-й статьей Конституции, никак не может быть ограничено в данном случае Гражданским процессуальным кодексом. Здесь мы также можем сказать о принципе целесообразности и соразмерности, которые говорят о том, что не могут быть ограничены никоим образом конституционные права и свободы граждан, которые гарантированы в первую очередь Конституцией. Законами они не могут быть ограничены, тем более, что конституционное право на судебную защиту является абсолютным. Вот. И в соответствии с вот вышеизложенной мной позицией, я считаю, что здесь есть правовая неопределенность, и в данном случае пункт 7 статьи 216 Гражданского процессуального кодекса, он противоречит частям 1, 2 статьи 6, части 1, 2 статьи 61, части 1 статьи 95 и части 3 статьи 97 Конституции. И Конституционный суд я прошу признать противоречащим вот именно этим статьям данного пункта статьи Гражданского процессуального кодекса. Спасибо.